Ну, родился как в городе Якутске, проживал в Старой Табаге, учился в Старой Табаге, потом закончил после 8 классов, пошел учиться в ГПТУ-14, после армии, потом в пожарной охране. В первой части проработал 25 лет, а сейчас как вольно-наемный в 40-м отряде работаю. В Табагинской пожарной части 11, ПЧ-11. Я до этого работал, до пожарной охраны, после армии работал агрегатчиком. И как-то человек предложил просто устроиться в пожарную охрану, я согласился. Да, случайно. И, короче, получается, все оставшее время работаю в пожарной охране. Работа, если работа, надо было выполнять, потому что вместо меня другой не пойдет. Мне приходилось это делать, происходить, спасать и тушить, и там, и обгоревших выносить. Все такое. Один раз, самый такой запоминаемый, мне не то, что именно был сам пожар, а произошло в двухэтажном доме, да. Как-то пожар, есть пожар, как-то горело, да. Я шел по крыше, резкий был провал. Мне чудом, удалось, у меня был ствол закрытый, и рукав был под давлением. Я уронил вперед рукав и удержался, что со 2-го этажа вниз не упал. Один раз даже в 5-этажном меня удивило. Зашли тоже, там была 4-комнатная квартира. Она горела. Было сильное задымление. Сказали, дети были, мы это искали. Но то, что взрослый человек убежал, а сосед, маленький ребенок, единственно вывел их детей их из дома. Это мне тоже, то, что взрослый не смог сделать, маленький ребенок сделал. Это было тоже как-то душевно задело. А первый раз, когда встретился с лесом, это у нас в парке в городе хорошо горело. Раньше такого, конечно, в основном трава, камыш это горело, оно каждую весну дети там или кто, может, поджигали. А в этом году, да, пришлось где-то, мы в июле ездили, тушили, это напротив Владимировки, там на горе. Там тушили, там примерно где-то 300 гектаров горело лес. Не лес, а получается по низу, низ горел. Там проливали, тушили. Да, как раз жара стояла. Проливали, аж земля кипела. Вроде бы там гореть-то ничего. Землю проливаешь, она все равно аж все бурлит. Мы там почти 4 часа тушили. Потом приехала лесная охрана, мы передали это все. Всего скорее был поджог, потому что там травы такой нету, и загораться там практически, если даже хоть и спичку бросить, она не загорится. Там, видимо, кто-то нарочно это поджег. Видать, пролили, облили, я не знаю, для чего это, конечно, делается. И после того, через день, только маленько чуть ниже, там опять подожгли повторно. 1 год у нас хороший был, тот юный был у нас. Поджигатель загонял нас там. Специально ходил, лес поджигал. А он, главное, нас еще потом встречал. Поджигал, а потом встречал, и с нами ехал, тушил. Самое интересное. Поначалу там думали, какой-то помощник юный. Оказывается, он и помогал, и поджигал, совместно все делал. Любитель.